Терроризм и экстремизм были и остаются глобальной проблемой всего мира. Главная цель – дестабилизация обстановки и создание напряжения в обществе. У нашей республики с такими преступлениями связаны самые страшные страницы в истории. Нападения на сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга, взрывы, обстрелы и не только. На сегодняшний день такие преступления караются по всей строгости закона. В сфере экстремизма следует выделить такие преступления, как возбуждение вражды и ненависти, предусмотрено статьей 282, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, статья 280, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, участие в экстремистской организации, финансирование экстремистской организации, так скажем, основные составы. В сфере противодействия терроризма, соответственно, наиболее известен это террористический акт, ответственность предусмотрена статьей 205, содействие террористической деятельности, в том числе финансирование терроризма и организация финансирования терроризма. Предусмотрено уголовным законодательством также ответственность за призывы и пропаганду к осуществлению терроризма, обучение лиц в целях исполнения террористической деятельности, содействие и финансирование терроризма. В Ингушетии по сравнению с прошлым годом снизилась статистика таких преступлений. Зарегистрированной преступности на территории республики ежегодно снижается. У нас длительный период времени, как известно, отсутствуют факты совершения террористических актов, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В основном те преступления, с которыми мы сталкиваемся, в последнее время совершаются с использованием сети интернет, когда в публичном интернет-пространстве размещаются материалы, либо оправдывающие террористическую деятельность, либо призывающие к осуществлению деятельности в сфере экстремизма. Такие вопросы, как распространение и комментирование подозрительных видеороликов, оправдывающие деятельность террористов и экстремистов, на особом контроле у правоохранителей. Нередко подобные случаи попадают под статью 280 Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В этом году во внесудебном порядке заблокировано более 300 материалов через Роскомнадзор. Кроме того, в текущем году в суд направлено уголовное дело о признании одного из печатных изданий экстремистским. Правоохранительными органами республики выявлено 19 административных правонарушений, связанных с нарушением законодательства противодействия экстремистской деятельности. Это демонстрация символики запрещенных организаций нацистских, призывы к осуществлению нарушения территориальной целостности Российской Федерации, возбуждение вражды и ненависти и дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, правоохранительными органами, Миннацом республики, прокуратурой ведется работа по мониторингу сети интернет. К административной ответственности за размещение тех или иных материалов, как мной уже было сказано, привлечено 19 лиц. К сожалению, в такое безопасное для нашей республики время есть попытки дестабилизации обстановки. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов уверен, есть определенные силы, которые пытаются вовлечь молодежь Ингушетии в экстремистскую деятельность. К большому сожалению, сегодня нашу молодежь хотят втянуть в радикальную деятельность. Такие силы были, они, наверное, где-то и остались. У них только одна задача – это нарушить стабильность нашей республики. Мы ее достигли большими усилиями и заплатили сотнями жизней за этот период, 90-е, 2000-е годы. Сколько мы потеряли достойных жителей нашей республики, особенно молодых. Опыта нет, мировоззрения сформировалось тоже нет у них. Они становятся добычей вот этой экстремистских других течений, которые ничего хорошего ни для них самих, ни для республики не несут. Большая работа в республике проводится по профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи. Как известно, именно молодые люди чаще всего становятся заложниками неверных трактовок религии, и неокрепшие умы легко поддаются вербовке. В республике работают региональные программы профилактики таких преступлений. Среди таких программ следует отметить стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, государственную программу укрепления межнациональных отношений, развития национальной политики,
в развитии которой на территории республики принята программа противодействия терроризму и экстремизму. Аналогичные программы разработаны органами местного самоуправления на местах. В работе по профилактике принимают участие практически все органы государственной власти и правоохранительной системы. Это и аппарат главы республики, антитеррористическая комиссия и муниципальные антитеррористические комиссии. Терроризм ужасен тем, что не щадит никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Это общая беда и общая боль для всех. И бороться с этим злом мы все должны вместе. Рина Сычоева, Джамалил Сутыгов, Новости 24.